Коми встречает участников экспедиции морозами, будто специально подчеркивая, то, что было прежде, цветочки, и настоящий север только начинается. Следующее путешествие будет 100% в Африку, и мы будем одеваться уже не так тепло. 4 немецких внедорожника повышенной проходимости для автосалона, который их предоставил этот тест-драйв, для журналистов БНК и российской газеты уникальная возможность увидеть, познать и передать всю красоту мест, за которые не надо ехать далеко, своим читателям. Я и раньше знала, что северо-запад огромный. Это территория 4 Франций. Но только сейчас, вот в этой поездке, когда мы фактически ногами исходили этот маршрут, я поняла, насколько он гигантский. Это действительно огромная территория, на которой проживают очень разные люди. Вот так их встретили в Вологде, бывшем административном центре огромного уезда, которому до революции подчинялся Уссысольск. В местном музее-заповеднике с заботой и почетом сохраняют сразу 2 реликвии из Коми: царские врата из Усть-Выми и икону Троицы Зырянской, обе из 17 века. Еще один экспонат – позвонок кита, расписанный библейскими сюжетами неизвестным художником по заказу нёбдинского прихожанина Андрея Латкина, сейчас не в лучшем виде, и участникам автопробега демонстрируется только из большого уважения. У любого исторического события, в принципе, не так много аргументов, чтобы о нем написали и рассказали. То есть через СМИ сделали объектом пристального внимания. Экспедиция же сама по себе информационный повод, который волей-неволей захватывает и ускоряет все, что видит на своем пути. А в Архангельской области экспедиция единственный раз на своем пути свернула с маршрута, заглянула в Сольвычегодск. В 15 веке семья графа Строганова организовала здесь солеварение. А еще место знаменито тем, что в разное время ссылку здесь провели дядя Александра Пушкина Ганнибал и будущий вождь всех народов Иосиф Сталин. Древний городишко, богатый своими минеральными источниками и видами, в год посещает до 6 тысяч туристов. А находится он, между прочим, всего-то в 150 километрах от границы с Коми. Очень классный город Сольвычегодск. Когда раньше, и в будущем я туда, скорее всего, может быть, и не съезжу, но сейчас съездил, посмотрел и еще и туда детей повезу, потому что там на самом деле классно, здорово и интересно. И надо как раз такие маленькие города посещать, и для этого дает толчок, в том числе и развитие этих городов. Но именно Сольвычегодск первым и не захотел расставаться со своими гостями. Когда у одной из машин не сработал пуск двигателя, на помощь из Коряжмы даже выдвинулось подразделение МЧС. А потом у одной из машин срезало шпильки с колеса. Пришлось останавливать всю колонну и выходить из ситуации прямо на месте. Иконой спокойствия на маршруте стал коренной уссылем, обладатель звания «Лучший дебютант ралли Дакар-2012» Антон Мельников. К таким Олимпийским играм в мире автоспорта он пришел через Ирайольский серпантин и до сих пор является участником сложных гонок. Например, в эти дни впервые за долгое время пропускает единственный в своем роде этап Кубка мира – снежный ралли-рейд. Он проходит в Карелии. Этапы Кубка мира, они каждый год бывают, а вот такая экспедиция уникальная, она бывает один раз. И у меня просто, я всем сердцем и всей душой хочу привлечь внимание к русскому северу, незаслуженно забытому, чтобы в том числе массовые туристы, они приезжали на русский север. Здесь очень красиво. И Республика Коми, и Архангельская область, и Вологодская. Очень много исторических мест. Поэтому я считаю, я не принес какую-то жертву, наоборот, я получаю очень большое удовольствие, еду. Где-то я не был, где-то я был. Глава Коми, который первым из руководителей субъектов лично вышел пообщаться с участниками автопробега, обратил внимание журналистов на суровых, но добрых северян, которые им еще встретятся на пути. На первый взгляд посмотришь, да, может кажется, что не совсем так. В первую очередь они думают о чем-то положительном, но на самом деле они очень добрые люди, они очень заботливы, они знают, как жить в этих условиях, они знают, что такое люди, первый раз попавшие в этих условиях, если они без плеча, без поддержки, конечно, здесь не выживут. Поэтому мы здесь вот так вот живем и уже многие сот лет выживаем. Спасибо вам Я надеюсь, большое. что мороз вам не помешает, дорога будет достаточно накатанная, будет спокойная. Нет, дороги нас приятно удивили. Нас очень плотно сопровождает МЧС. Александру Цыбульскому большой привет передавайте от братского народа. Поэтому мы всячески приветствуем, мы, конечно, хотим, чтобы наши народы всегда жили и процветали. После обмена презентами и предложением Сергею Гаприкову дать в ближайшее время большое интервью российской газете на тему экономики и жизни, фотосессия на память. Великом Устюге нас учил Дед Мороз говорить шишки, 3-4, шишки! А у нас говорят иб.
Предложенное губернатором контрольное слово тут же ушло, так сказать, в народ на последующей остановке участников автопробега. В Эжве почетным гостям показали новый арт-объект – болт на санкции. Кстати, с ювелирной точностью выточенный на одном таком австрийском комбинате и теперь претендующим на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Вообще, наверное, потереть его надо. Потереть, чтобы не внесли в санкционный список. А потом они стали еще и частью веселых гонок на тарантасах, который второй год подряд здесь, на местном стадионе, проводит байк-клуб «Полярные волки». Заводное событие уже по праву можно назвать местным брендом, о котором теперь обязательно узнают и прочитают на всем северо-западе. Роман Истомин, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».